Итак, друзья, бойцы готовы. Предоставим им возможность определить сильнейшего на данный момент. Представляю вам соперников. И первым бойца, который стоит по левую руку от меня, он в синем углу, ему 29 лет. Его официальный вес остановился на отметке 61,3 килограмма. Его рост 172 сантиметра. Его профессиональное достижение состоит из 4 побед и 1 неудачного выступления, которое только закалило его характер. Он призер Кубка России по профессиональному боевому самбо, представляющий клуб Sharks MMA. Вот он, Азиз Пинджиев. И напротив, в красном углу, его соперник, которому 25 лет. Его официальный вес 61,3 килограмма, рост 175 сантиметров. За его плечами 6 профессиональных поединков, и 4-жды он финишировал своих соперников. Кандидат мастера спорта по вольной борьбе, мастер спорта по боевому самбо, представляющий клуб Ризван ММА Мунис Рами Худоев. И за порядком в периметре следит наш уважаемый рефери Идармач Идармачев. Ну вот, перед тем, как дать слово Олегу Невежину, чтобы он представил бойцов, мы говорили об антропометрии, да, и когда один боец выше другого, это по умолчанию всегда преимущество. И, наверное, вдвойне преимущество, если ты еще и умеешь пользоваться этим ростом. И многие, кстати, рослые бойцы, они поэтому и остаются в весовой категории, куда им, может быть, даже сложно гонять, но они хотят быть больше своих оппонентов. Но вот здесь вдвойне интересно, наверное, то, что Рами Худоев борец, его соперник не совсем борец, но при этом Рами Худоев еще и выше. Вот мы редко видим, когда базовые борцы выше антропометрически, чем их оппоненты. Ну да, можно здесь, конечно, было бы вспомнить про Абувайсара Сайтиева, но его как раз уникумом называют, то есть человеком, у которого, казалось бы, комплекция для борьбы не совсем подходящая. Человек худощавый, при этом высокий, с длинными конечностями, и обычно все-таки борца себе представляешь чуть иначе, более коренастым. Но здесь, да, Рами Худоев с борцовской базой и при этом довольно высокий и худощавый. Ой, как попал! Да, сейчас такой короткий, хороший боковой в челюсть был, и сразу мы видели, что повело. Да, впрочем, интересно было то, что для начала был неудачный тейкдаун, и после этого пришел в челюсть вот этот удар справа. Подсказывает Рами Худоеву проход, рекомендует сделать его. Ну, вполне уверенно действует. Тут, обратите внимание, он даже руки не всегда поднимает, предпочитает защищаться иногда просто отходами, здорово реагируя на все, что делает соперник. Да, еще одно попадание было куда-то в область виска от Муниза Рами Худоева. Вроде бы хорошо попал, потом взял микропаузу, посмотрел, был ли какой-то эффект этого удара или нет. Но соперник не просто устоял, а даже как бы не подал вида, что был тяжелый пропущенный. Хотя вот эти удары там в височной области или удары за ухо, они часто очень неприятный эффект имеют. Очень хороший лоу-кик был вот до этого тейкдауна в исполнении Пинджиева. И после этого пошел за тейкдауном Рами Худоев. И в итоге вот такая контратака. И она приводит к тому, что Рами Худоев оказывается снизу. Вообще... Быстро он поднимается, но... Да, интересно здесь, что, в принципе, очень хороший бросок сделал Пинджиев. И если бы не клетка, это был бы еще более амплитудный бросок. Но там буквально вот в клетку врезался корпус его оппонента после того, как он его запустил. Но вот сейчас мы уже видим, что Мунис Рами Худоев сверху занимает позицию. И опять же, если бы не клетка, то наверняка он бы уже был в более выгодном положении. Но пока здесь Пинджиев опирается на клетку и даже встает под ней. Это как бы отдельная школа, в принципе, в ММА технике считается. Там удар коленом в голову был при 3 точках опоры, по-моему. Ну, кстати, я бы поспорил. Здесь, к сожалению, пока нет повтора. И мы видим, что даже бойцы не сходятся во мнении в едином. Что же там произошло? Мне показалось, что колено поднял. Да, вот обратите внимание сейчас. Ну да, здесь только рукой, в принципе, касался настила Азиз Пинджиев.
по современным правилам это не нарушение. Здесь, в принципе, есть же большая проблема, что мы турнир Урал-ФС не видели уже довольно давно, а правила как раз менялись на рубеже последних лет, насколько я помню. И притом, ну, смена правил в UFC, которая становится самой медийной сменой правил, она не делает автоматической смену правил во всем мире. И вот мы видим, что здесь рефери балл снимает. То есть, видимо, просто, в принципе, здесь по-прежнему 3 точки опоры считаются поводом снять балл. Либо рефери считает, что там коленом на настиле стоял боец. Но смотри, здесь что важно. Насколько я видел, рефери подошел проконсультироваться с теми, кто мог уже посмотреть повтор. Если это так, то рефери принял решение, опираясь не просто на то, что он видел, а то, что видели еще его коллеги. А между тем у нас Мунис Рамихудоев 2 удара в голову пропустил, довольно серьезных. И здесь неужели выход на удушение будет? Нет. Сложновато было, там неправильный захват был, неправильный в принципе выход, но и правильный было сделать очень сложно. Давит Рамихудоев сейчас своего оппонента, тот защищается вроде бы неплохо, но с другой стороны контроль на стороне Рамихудоева. Он даже может попробовать как-то вывести соперника из равновесия, потому что ногу практически забрал. Рамихудоев переводит, аккуратно так левой рукой он все-таки вытянул колено из-под своего оппонента. Но при этом очень хорошо встает его соперник. Чуть-чуть снизилась активность в этом бою. На самом деле такой интенсивный был отрезок стартовый первого раунда. Там был и тяжелый пропущенный в голову, и вот это вот колено, которое наверняка могло сбить настрой одного из бойцов, потому что показалось, что оно было то ли легитимным, то ли нет. Но в любом случае вот один из бойцов лишился балла, по сути проиграл раунд таким образом. Вот сейчас еще одно хорошее колено, и мы видим, что уже, наверное, секунд 30 Рамихудоев у сетки своего соперника держит. Здесь контратака. Контратака от Пинджиева, но в итоге он все равно оказывается спиной к сетке. Незавидная позиция, но при этом не сказать, чтобы она очень опасная. И еще одна попытка перевести соперника. Рефери здесь подбежал и, мне кажется, сделал замечание, что нельзя хвататься за сетку. Да, такой неожиданный эпизод. Хорошо взял голову с одной стороны Пинджиев, с другой непонятно, как развивать эту атаку. На гильотину здесь не выйти. Ноги хорошо и далеко откинул Рамихудоев. Ну и вот мы видим, что Рамихудоев из этого захвата выбирается. Много борьбы у клетки. В целом, во второй половине этого первого раунда. Ну вот ты отмечал, что темп очень сильно спал во второй половине этого раунда. С другой стороны, Рамихудоев начал действовать так, как он умеет. Да, если у тебя есть вот эти сильные стороны, если получается держать соперника у сетки, почему бы этого не делать? Ну и обратил бы я внимание на то, что Рамихудоев возвращается в свой угол и выглядит очень сильно или уставшим, или дезориентированным. Так довольно тяжело ему было. Чуть-чуть как будто бы, ну не скажу, подкашивались ноги, но немножко он как будто бы плыл. Возможно, от усталости, возможно, от пропущенных, но в любом случае у него будет минута, чтобы восстановиться. Да, вот здесь как раз его лучший удар за раунд. Очень хороший эпизод был, но видим мы, что быстро Эзиз Пинджиев пришел в себя. Ну, пошатнул Рамихудоев соперника, а вот тот самый удар коленом, который на самом деле может стать вообще ключевым во всем поединке. После этого был снят балл. Судья посчитал это нарушением правил. Ну а здесь мы видим, Пинджиев полетел вперед с целой серией ударов. Один из этих ударов как минимум зашел неплохо и плотно. Но концовка и вторая половина в целом раунда осталась под контролем Рамихудоева. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Он держал соперника у сетки довольно много. Несколько раз его перевел. Как это часто бывает, второй раунд здесь во многом должен стать ключевым. Раунд второй. И давай сейчас проверим твою теорию, потому что по итогам первого раунда ты заметил, что Рамихудоев, так немножко пошатываясь, пошел в свой угол и, более того, сразу же там присел и выглядел действительно уставшим. Так это или нет, я думаю, что первые даже минуты второго раунда нам дадут четкий ответ. Да, мне и сейчас, если честно, кажется, я бы от своих слов не отказался. Я ни за кого, безусловно, не болею, что Мунис Рамихудоев выглядит человеком, который потратил больше сил, чем рассчитывал. Это несмотря на то, что первый эпизод, вернее, лучший эпизод в первом раунде был совершенно точно за ним. Хайкик, но он заблокирован. Как-то отпустил вожжи Рамихудоев. Может быть, просто временная мера. Хороший лоу-кик сейчас был от Рамихудоева.
Не очень резким получился вот этот проход в ногу, и не совсем он подготовленным был, и именно поэтому Пинджиев довольно легко от него защитился. Немножко ленивый удар ногой от Рами Худоева. Видел наверняка он, что соперник уже этим ударом не достанет нормально. Может быть, именно поэтому он его немножко замедлил, затормозил. Еще один кик в корпус был очень неплохим, но на него отвечает довольно длинным таким ударом Азиз Пинджиев. Нужно понимать, конечно, что у Пинджиева есть очень серьезное преимущество в виде балла, который с соперника сняли за нелегальный удар коленом. Да, и вот как раз мы с тобой говорили в начале трансляции о том, что бывает, ты не понимаешь, какой счет, но здесь совершенно точно уже на выигранный раунд может рассчитывать Азиз Пинджиев. Хорошо попадает Пинджиев. Ну и посмотрите, снова не совсем подготовленный тейкдаун от Рами Худоева. Отзащищался Пинджиев, но вот сейчас защищаться будет сложнее. Очень здорово он заспролил, но мы знаем, что спрол у сетки сделать уже просто невозможно. Здесь нужно вот так расставлять ноги и держать баланс, пока это удается. Но мы видели и в первом раунде, что Рами Худоев вот в таких позициях может дожимать. Правда, затрачивает достаточно много сил. Здесь колено в голову пропускает. Опять-таки внимательно очень секунданты смотрят. Там, по-моему, захват за шорты есть. Или просто подсказывают. Ну, потому что сейчас прямо возле своего угла находится Азиз Пинджиев. И может, я бы даже назвал это консультациями, получать от своих тренеров. Плюс они еще и видят бой чуть с другого угла. Но действительно очень хорошо выжимает максимум из вот такого эпизода Рами Худоев. Разные есть мнения. Вот некоторые бойцы говорят, что они очень хорошо вот в таких ситуациях слышат свой угол. Кто-то говорит, что вообще не могут ничего расслышать. Не просто потому что громко на арене, да, а просто ничего в голову не лезет. Все эти звуки, ты как будто отключаешься. Ну, мне кажется, да, когда ты дерешься в клетке, это совершенно особое такое психоэмоциональное состояние. И бойцы говорят, что это в целом тоже совершенно отдельный навык или там школа, уметь слышать и слушать, что тебе говорят в углу, особенно по ходу боя. Вот мы видим, что ситуация не меняется особо. Рами Худоев по-прежнему держит соперника, перевести не может. Ну и освободиться у Пинджиева тоже не получается, уже достаточно серьезный промежуток времени. Но надо что-то делать. И странно, что рефери не подходит и не разнимает бойцов. Мне кажется, сделал он уже предупреждение, что нужна активность. И вот Пинджиев своим локтем эту активность демонстрирует. Да, ну, мне кажется, на рекорд бойцы идут по тому, сколько времени они в этой позиции провели. Мне даже вот интересно, мы видим, что так довольно низко голова опущена у Рами Худоева. Ну, по-моему, ты можешь даже от этого немножко устать или там терять ориентацию в пространстве. Наверное, минуту 3 все продолжается. Неплохие локти пробивает сейчас Азиз Пинджиев. Рефери при этом, да, смотрит исключительно, чтобы бойцы не хватали сетку. А между тем меньше минут до конца второго раунда. Очень важного раунда. Еще раз повторимся, для обоих. Раз от раза, да, локтями просто атакует Азиз Пинджиев. Видимо, понимает, что выйти из этой позиции не получается. В то же время, ну, надо признать, что, опять же, Рами Худоев больших дивидендов из этого не извлекает. То есть тот факт, что ты просто держишь соперника у клетки, ну, оценивается очень и очень, ну, не то чтобы низко, да, но оценивается только в случае, если вообще ничего не было. А вот когда тебе пробивают локти в височную область, тут еще и вопрос, кому могут отдать эти 5 минут. Нет, посмотрите, удары в последние минуты полторы-две наносит только один человек. Это Азиз Пинджиев. Рами Худоев просто держит его у клетки. По-хорошему этот раунд должен однозначно оцениваться в пользу Пинджиева. Но я понятия не имею, что будет на судейских карточках. Посмотрите, попытка перевода, и схватился за сетку Пинджиев. Из-за этого соперник перевести его не смог. И есть рефери, я знаю таких, которые могли бы этот бой остановить и даже, может быть, балл снять. Здесь еще на самом деле интересно, что была самая концовка раунда. То есть, вот, по сути, перевод мало на что влиял. Потому что тоже все разговоры о том, что надо забирать концовку, это такой популярный спортивный миф. И на самом деле, вот даже если бы мы представили, что сделал бы перевод боец, но на оценку раунда это критично бы не повлияло, скорее всего. Забились руки Пинджиевым, и, видимо, он даже попросил кого-то вот так присесть на колени, чтобы он мог эти руки положить на плечи своим секундантам. Но я, пожалуй, здесь тебя поддержу. Ты после первого раунда говорил, что больше устал Рами Худоев. Мне вот тоже визуально кажется, что ему сложнее, причем намного сложнее.
Но при этом есть такое свойство у некоторых бойцов, они довольно быстро визуально начинают выглядеть несвежими. Даже про Александра Шлеменко это часто говорят, что это человек, который там после первых 3-4 минут кажется, что уже дышит открытым ртом, не работает, краснеет. И ты думаешь, ого, неужели там нет кардио? Но когда ты находишься с ним в клетке, тебе это, к сожалению, никак почти не помогает. Тебе все так же тяжело. И вот вполне возможно, что и здесь мы тот же эффект наблюдаем, потому что в целом Мунис Рами Худоев сложности своему сопернику создает. Вообще, конечно, интересно этот поединок складывается. Вот вспомни первую половину первого раунда. Ведь в основном в стойке работал Мунис Рами Худоев, и неплохо ведь получалось. Потому что до сих пор лучший удар именно на его счету. И он как раз вот из той эпохи первых 1,5-2 минут первого раунда. Я бы еще обратил внимание, что у Рами Худоева, да, вот кинезиотейпы мы видим на плече. И опять же, я от некоторых бойцов слышал про такую историю, когда ты выходишь... Хорошо, кстати, пробивал сейчас, причем той рукой, которая затейпирована Рами Худоев, что некоторые твои травмы, они прямо по ходу боя могут усугубляться. То есть ты можешь первые 5 минут еще неплохо отработать, а потом твоя рука просто висит и отключается. И как минимум 2 таких истории я знаю. Что если у Муниса примерно такая же ситуация? Например, пропускает сейчас жестко Рами Худоев. Пятится, еще пропускает, причем очень тяжело. Да, сейчас у Муниса Рами Худоева проблемы. Ой-ой-ой, еще пропустил. Прямо борьбу, но накрывает его Пинджиев. Прямо перед нашими лицами это произошло. Пытается запить соперника в партере Пинджиев, но довольно быстро поднимается Мунис Рами Худоев. Это ему помогает, безусловно, потому что вот в этой позиции нокаутирующий удар пропустить довольно сложно. Да, ну и сейчас, конечно, нам не хочется повторения второго раунда, потому что позиция та же самая. Снова Рами Худоев держит у клетки своего соперника, но все-таки подозреваем мы, что ему это чуть сложнее сейчас будет делать, потому что много он пропустил. Да, в какой-то момент мы видели, что он начал пошатываться, попятился. Рами Худоев, ему было тяжело. Там, видимо, капа выпала, да, рефери ее подобрал и пытается запихнуть обратно в рот Мунису Рами Худоеву. Получилось у него это сделать. При этом позицию он не меняет, я имею в виду рефери сейчас. Ну и про Рами Худоева тоже можно сказать примерно то же самое. Но вот интересно, что рефери даже замечания не делает. То есть он не просит больше активности. Да, но и, видимо, очень тяжело Рами Худоева от себя отжимать, потому что вот мы видим, что уже 2 раунда подряд с этим ничего не может сделать его оппонент. То есть вроде бы и пробил неплохо, вроде были хорошие попадания, но, к сожалению, это никак не помогает сейчас Эзизу в том, чтобы развить свое преимущество в этом поединке. Смотри, пытается просто ладонью в лицо уже отпихнуть соперника. Включается публика. Я думаю, что не особо им нравится то, что происходит. И рефери явно это почувствовал. Он наконец-то бойцов разнимает. 2:30 до конца. Ровно середина раунда сейчас. И, в принципе, сейчас все в руках Эзиза Пинджиева, у которого был очень хороший момент в самом начале раунда. И осторожно предположу, что Мунису Рами Худоеву сейчас тяжеловато. И забрасывает удар ногой Пинджиев. После этого еще и комбинация с рук. Попадает, еще раз попадает. И снова пятится Рами Худоев. Он, видимо, снова потрясен. И здесь Пинджиев просто разбивает Рами Худоева вот в эти 30 секунд. Очень много ударов принял сейчас Мунис Рами Худоев. И ударов таких, которые могли бы этот поединок завершить. Не получается тейкдаун у Рами Худоева. И колено сейчас летит от Пинджиева. Корпус сейчас обрабатывает Эзиз Пинджиев. Неплохо попал в голову, коленом бьет, там нет. Даже если вдруг работает еще правило 3 точек опоры, то 3 точек опоры нет. И уже 2, 3, 4 колена в голову заходит от Эзиза Пинджиева. Просто невероятный урон принимает Рами Худоев по ходу этого поединка. Но до сих пор стоит. Посмотрите, пятится. Уже даже не плотно на ногах он держится, но продолжает отбиваться. Рами Худоев. Аплодируем, конечно, ему. Но и при этом нельзя не поаплодировать Пинджиеву. Сложный был для него первый раунд, но мы видим, как он идет вперед. Попадает справа сейчас. Еще раз попадает. Просто падает лицом в канвас уже Рами Худоев, но очнулся. Мне показалось, что он был в нокауте буквально секунду, но он снова на ногах остается. Правда, недолго это Пинджиев длилось. заправляет руки, может просто задушить уже сейчас соперника. Соперника, который выдержал невероятное количество очень тяжелых ударов. Засыпает, по-моему, Мунис Рами Худоев, выдержав, ну, все, в принципе, в этом бою. Я даже не знаю, можно ли было выдержать больше. Рами Худоев уже и падал лицом в настил. И заснул. Вот сейчас его пытаются привести в чувство. Он до сих пор без сознания.
Да, прямо на наших глазах сейчас оказывают помощь Мунису Рамихудоеву. В клетке появляется врач. Там комбинированное воздействие, потому что и много тяжелых ударов принял Мунис Рамихудоев. И был задушен до отключки. Вот сейчас прямо перед нами Мунис приходит в себя. Здесь его угловые. Здесь есть бригада врачей. Двукратная чемпионка Европы и мастер спорта международного класса Дарья Трубникова. Уважаемая публика, давайте поблагодарим бойцов за этот красочный поединок, который наш уважаемый рефери Идар Дармачев останавливает в третьем раунде. Время остановки зафиксировано на отметке 4 минуты 9 секунд. Удушающим приемом оформляет свою 5-ю победу в профессионалах Азиз Пенджиев! Что болели? Здесь буквально 2 вопроса. Я думаю, что будет очень правильно, если мы просто попросим твоего оппонента поддержать аплодисментами за его стойкость. Да. Большое уважение за это, парня. Столько ударов выбросили, я думал, вот упадет. Вообще не упал. Красавчик, только уважение. И спасибо всем, друзья, вот мои болельщики. Они как будто 1000 людей стоят. Спасибо. И родителям хочу сказать большой привет. И спасибо, что меня родили таким сильным. Это победа для вас. Спасибо, друзья, всем. И уралевцы. Большая благодарность за эту возможность показать себя у вас. Спасибо большое. Здесь буквально один вопрос. Ты в папахе, этот головной убор всегда значит, что... всегда надевали, в общем, достойные бойцы. Что для тебя это значит? Почему ты решил выходить на бой в папахе? Да, этот головной убор, это, можно сказать, символ нашей страны, туркменцев. У нас древние времена ходили с этим и со временем стал символом нашей страны. Спасибо тебе огромное за этот бой, это было ярко. Вы показали отличное зрелище. Будем рады тебя видеть снова в этой клетке. Азиз Пенджиев, с победой! Спасибо. Деле, вот очень неприятно всегда говорить и желать скорейшего выздоровления кому-то из бойцов, но вот мне кажется, в данном случае Рамихудоеву это не помешает, очень тяжело он приходил в себя. Знаешь, ну и такие смешанные, как единоборства, чувства испытываешь, когда заходишь в клетку, а там свежие следы крови. Видишь человека, за которым ты только что наблюдал. Вот ты выходишь, а там на замечательном белом настиле такие яркие красные томатные мазки. Да, октагон Урал-ФС уже испачкан кровью, и это значит, что турнир в разгаре. Ну вот просто смотрите, что выдерживал Мунис Рамихудоев, и даже после этих ударов он не упал. Это самая концовка. Вот здесь показалось, что он уже в нокауте, и несколько секунд спустя попался на удушение, заснул. Очень надеемся, что максимально быстро восстановится Рамихудоев после вот такого тяжелого поражения.